Проблемными остаются земельные и жилищные вопросы. Айсен Николаев сегодня работает в горном районе. Ускоренная замена лифтов. В Якутии продолжает реализовывать пилотную программу. Урны пусты, но весь мусор в лесу. Общественники в Нерюнгри провели субботник в мемориале угольщикам. В эфире новости, студии Павел Танин. Здравствуйте. Якутск снова окутал дым от пожаров. Задымление связано с увеличением площадей пожаров на границе с соседними субъектами, а также зафиксированными термическими аномалиями в зонах контроля в самой республике. Смог пришел из Вилюйской группы районов и Красноярского края. По оперативным данным, на утро сегодняшнего дня в регионе тушат 5 возгораний. При этом огонь не угрожает населенным пунктам и объектам экономики. В Ленском районе также наблюдается незначительное задымление из-за пожаров в Иркутской области. По заключению Центра гигиены и эпидемиологии, концентрация оксида углерода и диоксида азота не превышает предельно допустимого значения. Однако жителям все же рекомендуют принять средства защиты от задымления, закрыть окна и двери, проемы завесить влажной тканью, чаще проводить влажную уборку помещений, по возможности ограничить пребывание на открытом воздухе. Руководитель региона сегодня работает в горном районе. Айсен Николаев уже ознакомился с ходом строительства спортивных объектов для игр Манчары в селе Бердигистях. Также побывал в сельхозкооперативе «Горный ас» и встретился с жителями. Сейчас с нами на связи наш корреспондент Лана Ильина. Она подробнее расскажет о рабочей поездке руководителя региона. Лана, здравствуй, тебе слово. Павел, здравствуй. Сейчас мы находимся в Бердигистяхе, в улусном центре горного улуса. Хочу отметить, что дорога до Магараса просто идеальная, что не может не радовать. Значит, далее он побывал в Магарасе. Здесь он посетил зверохозяйство, в котором разводят черных и белых лис. Также они пробуют разводить соболей. Количество с данной пушнины в год составляет 500-600 шкурок. Так, далее он побывал в СХПК «Горный ас», который выпускает около 20 видов молочной продукции. В год они сдают более 3 тонн молока. Также потребители – это в основном жители горного улуса, также они поставляют и в Якутск. Далее, значит, побывал исполняющий обязанности главы республики Айсен Николаев, побывал на строящихся объектах к играм Манчары, которые будут проведены в 2021 году. Значит, соревнования пройдут по 11 видам спорта и примут участие более полутора тысяч спортсменов по таким видам, как легкая атлетика, якутские прыжки, борьба хапсагай, гиревой спорт, масс-рестлинг и борьба, пулевая стрельба, стрельба из традиционного лука, конные скачки, северное многоборье, национальное многоборье. И к этим играм сейчас строится стадион с трибуной на 3000 мест с беговой дорожкой в селе Бердигистях, теплый легкоатлетический манеж с универсальным залом в селе Бердигистях и универсальный стрелковый комплекс с интернатом на 75 мест. На этом у меня все. Павел. Спасибо, Лана. Я напомню, с нами на связи из горного района была наш корреспондент Лана Ильина. Мы переходим к другим темам. Владимир Путин одобрил штрафы за нарушение при долевом строительстве. За необоснованную выдачу заключения о соответствии застройщика должностным лицам может грозить от 50 до 100 тысяч рублей штрафа. Согласно документу, также вводится ответственность за неразмещение информации либо публикацию неполных и искаженных данных. Также напомним, что в июне Владимир Путин поручил правительству принять исчерпывающие меры для завершения строительства объектов недвижимости, не введенных в эксплуатацию в установленные сроки. В этом году в Якутии в рамках пилотной программы по ускоренной замене лифтового хозяйства заменят 49 лифтов в 32 многоквартирных жилых домах. Напомним, Якутия впервые стала участником пилотного проекта в 2017 году. За это время в регионе заменили 160 элеваторов. В этом году выделено 160 миллионов. Будет заменено 49 лифтов в 32 многоквартирных жилых домах. Это у нас 4 муниципальных образования. Город Якутск, город Нерюнгри,
город Ленск и город Мирный. По городу Якутску у нас 5 многоквартирных жилых дома, 14 лифтов, адреса у нас там Петра Алексеева, 83 корпус 18, Халтурина 18, Лермонтова 58 корпус 2 и Кирова 27 корпус 1. Правительство страны на 3 года продлило программу льготного автокредитования. Власти рассчитывают, что до конца этого года по программе россияне купят как минимум 45 тысяч автомобилей. Больше всех повезло жителям Дальнего Востока. Для них предусмотрены наиболее привлекательные скидки. В частности, по таким специальным программам, как первые автомобили и семейные автомобили, они увеличены до 25% от стоимости приобретаемого автомобиля. Остальным придется довольствоваться действующей с 2015 года скидкой в 10%. Она предоставляется банкам, а разницу возмещает бюджет. В Нерюнгри на мемориальном комплексе погибшим угольщикам общественники провели субботник. Это место является одним из культовых в городе. Здесь расположена могила первого начальника участка шахты Чульманская разреза Нерюнгря Алексея Столыпина и арка с колоколом в память о погибших угольщиках. Сюда часто приезжают свадебные кортежи и официальные делегации. Общественники собрали мусор на прилегающей территории, при этом урны, расположенные на площадке мемориала, были почти пусты, а вот близлежащий лесной массив оказался полон мусора. Ровно через неделю в Южно-Сахалинске стартует финал 6-го национального чемпионата WorldSkills Russia. Якутию на нем представят более 50 участников. И подготовка к соревнованиям идет усиленными темпами. В Якутском промышленном техникуме студенты Геннадий Гаврилев и Илья Пантелеев вместе с наставниками ежедневно тренируются в ювелирном деле и сварочных технологиях. Ребята уверены, что точно попадут в тройку лидеров. Тем временем конкуренция обещает быть как никогда сильной. В предстоящем чемпионате примут участие представители всех регионов страны. В прошлом году студенты нашего техникума с национального чемпионата, который проводился в городе Краснодар, принесли 2 медали. Это в компетенции ювелирное дело, это Федоров Егор, занял 2-е место. И в компетенции огранка ювелирных ставок Григорьева Лина заняла 3-е место. Ребята все выложились на все 100%, едут подготовленные. Ну, как бы громко не хотелось бы загадывать, что-то планировать. Там уже как удача улыбнется нам. В Нерюнгринском районе Якутии проведут первый открытый фестиваль Дальнего Востока по водному экстриму «Халтам Джамп 2018». Он пройдет 4 августа на пляже водохранилища Нерюнгринской ГРЭС. Гостей и зрителей ожидают соревнования по акваджампингу, соревнования по блоб-джампингу. Состоится первый глобальный пляжный бой водными бомбами и выступления приглашенных звезд, а также фестиваль автозвука «Качели 2018». Как за максимально короткое время обустроить туристические лагеря и костровую кухню, быстро пройти спортивную трассу? Знают в Удачном. На днях там прошли туристические соревнования на кубок директора Удачнинского комбината. 8 команд соревновались в ориентировании на местности, участвовали в многочисленных внезачетных конкурсах, пели туристические песни, готовили блюда на костре. Подробности у коллег. Участники команды подземного рудника «Удачный» ловко завязывают туристические узлы. Простое, брамшкотовое первое задание в зачет. Быстро преодолевают и болото на слегах. И впереди главный этап – ориентирование на местности. Именно на это задание уходит много времени. Искали контрольные точки на трассе и новички, и опытные участники. Разожженный костер – этап последний. И долгожданный финиш. Команда рудника в этом году заняла 3-е место. Сложно было, кочки были очень, такие... тяжелая дорога, вот утонула по колено в воду. В этом году трассу туристического соревнования прошли 8 команд. Участники преодолевали болотистую местность по деревянным кочкам, стреляли по мишеням. Конечно, самым сложным этапом стало ориентирование. Здесь самый главный помощник – компас. Лучшее время на трассе в этом году показала команда ремонтного специализированного цеха. На 2-м месте сборная Треста «Алмаз Автоматика». Приятно, такой отдых спортивный, И вполне несложно, надо сделать потяжелее. Были на Чернышевске, знаем, что такое тяжело. Команда отработала на отлично, мы первый раз показали, с того момента, как я участвую, первый раз показали такое замечательное время. Я думаю, что штрафных баллов набрали очень мало. Первый раз участвую в таком мероприятии. В общем, с непривычки, тяжеловато, рваный темп, скорость то быстрее, то медленнее, в горку, с горки.
Туристические соревнования на Кубок директора Удачинского комбината в этом году стали юбилейными. 10-й раз молодежь Алроса собирается на берегу реки Сытыкан, проверяет свои туристические навыки, да и просто хорошо проводит время. Не подвела в этом году и погода. Позитивом зарядились сразу с утра на официальном открытии. Здесь прошел самый первый конкурс на лучший девиз. Первое место у команды управления комбината. Кроме того, что это спортивное мероприятие, нам еще направлено на то, чтобы молодежь обучалась руководить, обучалась думать, обучалась мыслить. Ведь мы же готовим будущее поколение, которое будет работать, которое будет командовать здесь предприятиями, ГОКом и так далее. Пока команды проходили трассу, в лагере определили лучшего повара. Болельщики готовили блюда в походных условиях. Самый вкусный кулинарный шедевр оказался у сборной 12-й фабрики. Здесь же в каждом биваке на конкурсы готовили и стенгазеты. В ход шли разные подручные средства. Самой креативной стала газета Удачинской автобазы. Для меня это мероприятие, это частичка меня уже. Оно доставляет нам удовольствие, подготовка, плюс сплочение коллектива. Все это дело доставляет нам большое удовольствие. Весело, здорово, классно, общение. Мы же когда работаем, мы же не видимся. Дом, работа, а здесь вот хоп, собираемся все друг друга. О, привет, привет. Клево, все, классное мероприятие, позитива очень много. Погода наконец-то наладилась, все отлично. За максимально короткое время каждая команда обустроила туристический лагерь. Здесь лучшими стали работники «Алмаз электромонтажа». Помимо спортивной трассы были организованы и многочисленные конкурсы. Лучшую туристическую песню исполнила команда цеха хвостового хозяйства. В юбилейных соревнованиях участвовали только сборные предприятий Удачнинской площадки. По разным причинам не приехали в этом году на открытые состязания ни мирницы, ни айхальцы. Оксана Мезенцева, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». Единственная в мире тройня панд в зоопарке Гуанчжоу отпраздновала 4-й день рождения. Подробности в репортаже Рейтер рассказывает Татьяна Громова. 3 большие панды в сафари-парке Гуанчжоу отпраздновали в воскресенье свой 4-й день рождения. Это единственная в мире тройня бамбуковых медведей. Смертность у их детенышей высока, и не было уверенности, что они проживут хотя бы год. Чтобы сделать этот день еще более запоминающимся, парк позвал на празднование множество гостей, в чьих семьях тоже рождались тройняшки. Посетители поздравили именинников, но разделить угощение не удалось. Панды лакомились в основном резаным бамбуком. При рождении 2 брата Шуай-Шуай, Ку-Ку и их сестра Мэн-Мэн весили по 100 граммов, сейчас по 100 килограммов. В пересчете на человеческие годы они уже подростки и в скором времени, вероятно, обзаведутся собственными семьями. С 2016 года бамбуковые медведи объявлены уязвимым видом. Это означает, что они больше не вымирают, но все еще нуждаются в мониторинге численности и темпов размножения. А прямо сейчас вернемся к началу выпуска. В горном районе, в районном центре Бердыгистях завершилось совещание, посвященное играм Манчары, которые пройдут в населенном пункте. И с нами на связи вновь моя коллега Лана Ильина. Лана, здравствуй. Расскажи об итогах совещания. Все, говорю. В Горном Улусе в 2021 году пройдут 21-е спортивные игры Манчары по национальным видам спорта. И вот сейчас состоялось совещание, по итогам которого мы можем пообщаться с руководителем региона Айсеном Николаевым. Айсен Сергеевич, скажите, пожалуйста, какие тезисы? Сегодня проведено совещание как раз по проведению 21-х спортивных игр Манчары по национальным видам спорта здесь в Бердыгистяхе в 2021 году. Хотя вроде кажется, что срок далекий, так, но на самом деле я считаю, что срок крайне ограниченный. И у нас давно уже заведено, что в рамках проведения тех или иных спортивных мероприятий мы решаем вопросы не только по развитию спорта, но и в целом по социально-экономическому развитию того или иного региона. И сегодня мы как раз по плану мероприятий посмотрели ряд таких серьезных строительных объектов, которые необходимо будет уже в ближайшие годы начать. Так, например, окончательно решено, что здесь у нас будет построен новый стадион
реконструкция будет, точнее, очень серьезная того старого стадиона, который здесь имелся. Будет построен универсальный спортивный зал для занятий различными игровыми видами спорта, борьбой, боксом. И, конечно же, горный район издавна известен своими стрелками из лука, мастерами пулевой стрельбы. И давно здесь назрела потребность в строительстве специального специализированного стрелкового тира, где будут как раз тренироваться спортсмены по стрельбе из лука и пулевой стрельбе. И вот такой объект у нас к 2021 году здесь возникнет. Ну и кроме этого, конечно, и вопросы жилищно-коммунального хозяйства, вопросы строительство социальных объектов, таких как большая здесь каменная школа, так они, конечно, тоже должны здесь решаться. Соответствующие поручения даны. К сожалению, до сего времени вот плана мероприятий по проведению игр не было. Дано поручение, чтобы 15 августа такой план мероприятий у нас появился, и мы реально его начали реализовывать, чтобы потом уже без каких-либо там форс-мажорных таких обстоятельств, без аврала к 2021 году, к июлю достойно все объекты построить и провести традиционные, еще раз говорю, наши любимые нашим народом спартакиаду по национальным видам спорта на призы Василия Мончара. Спасибо, Арсений Сергеевич. Вот такая информация из первых уст. На этом у нас все. До встречи в эфире. Я напомню, что с нами на связи из Горного района вновь была моя коллега Лана Ильина. У меня к этому часу все новости. Оставайтесь с нами.